Slava Isusu Christu, Świętoj Jose Maria, Radilsia Divatava Jambaria, 1902 года, и стал священником епархиальным с 28 марта 1925 года. Несколько лет спустя получил от Бога харизму Opus Dei, это вдохновение от Бога. Это было 2 октября 1928 года. И он всю свою жизнь старался выполнять это поручение от Бога, Opus Dei, и умер в Риме 26 июня 1975 года. И как раз сегодня отмечаем его праздник. Иоанн Павел II сопричислил его к лику святых в Риме на площади Святого Петра. Канонизация была 6 октября 2002 года. Я там был перед многими людьми, это была очень красивая церемония. И насколько влияет жизнь одного человека. Жизнь святых – это дар для церкви, для каждого из нас. Они помогают, вдохновляют нас. Конечно, перед Богом ходатайствуют за нас. Однажды я читал короткую книгу, историю святого Хосе Марии. Это для детей, это книга для детей, но красивая и интересная. И мне понравилось название. Называется «История одного «да». Действительно, жизнь каждого святого – это история одного «да» к Богу. И когда человек отвечает на Богу положительно, его жизнь всегда приносит много плодов. Влияет вокруг положительно и помогает многим людям, вдохновляет всех вокруг. И это тоже жизнь святого Хосе Марии. Например, он помогал многим людям и влиял на жизнь других, например, на жизнь Álvaro del Portillo. Один член Opus Dei, он стал священником, потом первым преемником святого Хосе Марии в Opus Dei, был епископом, и Папа Франциск сопричислил его к лику блаженных в сентябре 2014 года. Тоже, например, влиял на жизнь Guadalupe Ortiz, член Opus Dei, она женщина и миряна. И Папа Франциск тоже сопричислил ее к лику блаженных в мае 2018 года. И не только святые влияют на жизнь окружающих, но много лет спустя тоже влияют. Его плоды святости продолжаются до конца времен. Например, тоже влиял на мою жизнь. Если бы святой Хосе Мария не был святым, наверное, я не был бы здесь, в Казахстане, я не бы служил здесь больше 10 лет, или я не был бы священником. Тоже не только вокруг, в сфере вокруг этого человека. Например, я недавно мне показывали одну статуэтку, фигурку святого Хосе Марии. И это изделие из Вьетнама. Там женщина, она очень любит святого Хосе Марию, и он ей помогает молиться, стараться быть хорошей христианской. И она делает эти фигурки с ткани. Очень приятно видеть, смотреть. Это особенно для детей, чтобы легче молиться, обращаться к святому Хосе Марию, чтобы он ходатайствовал, как делают святые,
за нас перед Богом. Тоже в наших дней тоже эта история навода к Богу продолжает влиять. Например, радостью епархия Салфорд в Англии сообщили, что открылся процесс канонизации одного малого человека. Его звали Педро Бallester. Он член Opus Dei, сил Манчестер, где находится принадлежащий к этой епархии Салфорд в Англии, город Манчестер, там, где он жил. Этот человек, молодой человек, член Opus Dei, и он умер 13 января 18 года после 3 года болезни. Он болел раком кости, и епархия Салфорд в Англии несколько недель назад сообщила, что открывается процесс канонизации этого молодого человека. Он жил и умер, стараться быть хорошим христианином. И когда он умер, много людей пришло к мессе. Там больше 500 людей, даже врачи, медсестры, которые помогали ему в больнице, потому что хотели знать, почему этот человек был всегда радостью, и там много людей приходили к нему, хотя он болел в больнице. История одного «да» – это история каждого святого. История одного «да» к Богу, и это всегда плодотворно. И когда спрашивали у святого Хосе Марии, какое наследство может передать нам, когда он еще жил, он ответил: сначала по-человечески я могу, какое наследство? Во-первых, любовь к свободе, потому что любить только можно свободно. И самое лучшее, что можем делать в нашей жизни, это говорить «да» Богу, любить Его. И самая лучшая причина это потому что я захочу сказать «да» Богу. Есть другие, которые говорят «не хочу». Но поэтому самый лучший вариант это говорить «я захочу любить Богу». Во-вторых, хорошее чувство юмора. Потому что мы дети Божьи, и поэтому у нас есть важная причина, чтобы быть всегда радостным, всегда радостью, потому что мы дети Божьи, и Бог любит нас безусловно, безумно. С точки зрения духовности, конечно, это дух, харизма Opus Dei, что мы можем стать святыми. Святой Хосе Мария напоминал, что каждый человек, каждый крещенный может стать святыми, и особенно в обыкновенной жизни, через работу. Когда мы все это делаем, стараемся делать все, что делаем каждый день, каждый Божий день. То, что мы делаем, это через это Бог делает, что Святой Дух влиял на нас и стали святыми. И, во-вторых, с точки зрения духовности, любовь к Деве Марии. Святой Хосе Мария говорит: если хотите, что я voy сказать, какое наследство могу оставить вам, это любовь к Деве Марии. Конечно, она самая святая, сколько может она помогать нам. Самый великий «да» к Богу был «да» Пресвятой Богородице,
когда перед ангелами сказал: да будет мне по слову твоему. И сколько плодов принесла жизнь Пресвятой Деве Марии. Как много плодов принесли жизни всех святых, жизнь святого Хосе Марии. И наша жизнь, каждого из нас, может тоже принести много плодов святости и хорошо влиять на окружение, на окружающих нас людей, чтобы они тоже подошли к Богу, любили Бога, если мы отвечаем «да» Богу, как святой Хосе Мария сделал. Слава Иисусу Христу!